Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Как вы поживаете, мои хорошие? И погода у вас какая? У нас сегодня плюс 20. На улице очень тепло, но ветер. Ветер тоже тепленький. Сейчас я поеду к цветочнику Артуру и куплю у него красивые цветочки. Надо купить капусты. Уже пора сажать. Спрашиваете, как мое самочувствие, как мое здоровье. Спасибо вам большое. Я уже намного лучше чувствую себя. Но бывает слабость, одышки. Они еще продолжаются, но говорят, так будет несколько месяцев. Слава богу, температуры нет. Хожу, ухаживаю за детьми, смогу смотреть за хозяйством. И потихоньку хочу сажать свой огород. Цветочки не смогла из-за болезни сеять, поэтому сейчас поеду куплю у Артура. Идите со мной, мои хорошие, поехали. Вот Артура дом, Полевая 45. Если кому будет интересно его адрес, кому-то, может, цветочки, рассады нужны будут. Здрасте. А вот он. Привет, Артур. Здравствуйте. Как дела? Нормально все? Поздоровайся с моими подписчиками. Добрый Ты день. любимец. Добрый вечер, Невер. Да, Мой- уважаемые подписчики Да. Мама Гули. Рад приветствовать вас снова в нашем раю, можно так сказать, наверное. Да, в раю. Красота. Идемте, проходите. Ага. А где твои мальчишки? Мальчишки здесь, вот только что мы с города приехали. А, у, нас что же, там? у нас же, кроме этого, что мы занимаемся цветами, несколько направлений, мы еще камни привозим. А. Банные камни, мы еще занимаемся банными камнями. Идемте, я вам покажу. Мальчикам я Вот шоколадки буквально. привезла. А, Они же поработали. Я видела. Там помидорчиков пересаживали, что ли, они? Или Да. цвет? Ага, вот я что-то Да. помню. Добрый день. Привет рабочему классу. Какие мальчики хорошие. Я вот вам шоколадки принесла. Вы работали, я вас видела. вон вам гостиница принесла. Трудолюбивым мальчиком. Вот какой подарок от мамы Гули, да? Возьми. Какие молодцы. Кушайте на здоровье. Вот же они помогают. Камни раскидывают, да? А ты что тапочки снял, Мират? Вот. Вот так мы каждое лето еще дополнительно занимаемся. У нас в районе нет этого добра. Угу. Чтобы восполнить рынок. А люди ведь ищут. Еще приходят, честно говоря, в районе, наверное, мы только занимаемся камнями, больше не. Вот такие вот камни. Угу. Такого размера. Возле реки собирается. Очень большой спрос на камни. Угу. Заказывайте, пишите. Все, кто баню строит, пожалуйста, обращайтесь. Хоть Мират, Сейчас хорошо, Да. даже париться не надо. Сейчас даже люди камни продают. Воздух научатся продавать. Если у кого-то получается, пусть продают. Ну да. Почему нет? Это же тоже труд. А вы покажи мне свою красоту. Идемте, идемте. Нет, тоже видно. Вот вчера грядки сделали дополнительно, землей засыпали. О, красота. Что тут Крокусы ты? это Крокусы, да? Да. Угу. Дополнительно жена что-то еще тут высадила. Сейчас землю подготовили. Начнем высаживать сейчас сюда рассаду цветов Угу. полностью. Кто бы мне во дворе такую красоту сделал? Это надо сделать. Но зато удобно, ничего не льется, ничего не это. Да. Здесь газон аккуратно скосили. И Угу. тут целая площадка цветов. Да. Красиво все. Ну, кстати, вот смотрите. Здесь у нас грядки, которые я обещал. Добрый сделать. день. Супруга наша. Супруга. Как Да, зовут? Хозяйка Лейсан. Лейсян. Лук сажаем, да? Все сажаем тут. Уже можно лук сажать, да? А что ей будет? Лужа, она никаких ни заморозков, ничего не боится. Вроде сейчас Она потепление, да? будет привыкать, да? Вот уже какие грядки появились. Красота. Старую ягоду все скопали, выкинули. Вот она, кстати, Угу, здесь. угу. В прошлом году я Да. тоже так же выкинула. Не надо, все, она старая. Место здесь уже получается полностью высосано ягодами. Земля, она Мгм. уже здесь, вот эта площадка, она плохая будет. Поэтому мы создали другие грядки и Мгм, оттуда мгм. уже свежий перегной сюда перетаскали. Вот Альба пошла.
Сейчас тут уже подсыхание идет. Сейчас начнем мы его поливать по капельной ленте. И начнем подкармливать. Вот рожок уже делится здесь. Вот, каждый из них. То есть они не замерзли, как я и говорил. Они все нормальные, все прижились, пошли. Вот те под снегом были полностью, они еще лучше пошли. Полностью под снегом здесь, наверное, ну, блин, 1,5 метра точно снега было. Да. Кстати, пленку привез. Пленку буду закрывать. Ага. Обзорчик покажу потом. Угу. Те- Давай те- снимай ролики. Те наши подписчики, которые уже есть, специально пленку привез. Очень трехслойная, эффектная такая, светостабилизированная пленочка хорошая. Затеняющую сетку привез. Сейчас, если этот год обещает быть слишком, скажем так, солнечно активным, нашим растениям в теплице будет плохо. Надо затенять теплицу. Кто-то там белым агроспаном затеняет, но он парусит постоянно. А вот темный агроспан для чего? Темный агроспан — это как укрывной материал на грядке делается. Или как мульча. Пленка. То есть положил между грядками. Вот мы там тоже будем укладывать черный агроспан между деревянными грядками. Чтобы не росла трава, чтобы было красиво, чисто. Как говорится, хоть приходи, тапочки снимай и босиком проходи между грядками. Это же культурно. Здесь мы такую солому постелили. Пленочку закроем, подкормим. Все, ночные уже теплые погоды, здесь температуры будут совершенно другое качество. Вот так. Хорошо. Молодец. Наш балаган. Ага. Его раскрыто наш келей. Ну вот, посмотрим, как тут поживают у Артура саженцы. О, Сколько тут дней прошло, уже- как вы приезжали? 2 недели. Нет, наверное, да, еще 10 дней. Вот астры тут. Угу. Вон же. Я забыла, как называется. Туренье фурнье. Южно-вьетнамский цветок. Любит влагу, полутень. Гвоздики. Я тоже прищипывала, и у меня тоже краем такие. отростки. Пошли, да, уже Пошли, по пошли, нашим да. рекомендациям. Ага, Ну, пошли. до сих пор мы их прищипываем. Ага, я тоже прищипываю. Вот звездная ночь начинает зацветать уже. Угу. Ампельный. Красота. Разрастается. Наверху Мгм. подсушиваются, приходится вот постоянно капельницу включать. Наши Так, бегони ага, раскрываются. маленький цветочек только был тогда. А сейчас уже второй цветочек появляется. Завтра на рынок собираемся уже. А пора уже? Пора. Мгм. Постепенно уже люди просят. Куда дел цветы? Все, почти распродали. Мне тоже надо же. Ну, все, вот. Что есть. Берут. Народ уже домой начал ходить. Я же говорю, поэтому... Я тоже хотела брать. Я думаю, там красивые такие цветы, Вот, кстати, которые мне понравились, кончились. вот этот единственный в своем роде здесь. Я вот такой хотела вон. Тут красивый был. Да. Вот это интересно, какой это? Может, даже голубой. Голубых 3-4 штуки только было. Вот Артур все распродал. Хулиган. Некоторые... Поругайте, мои подписчики, его. Вот Нет. такой цвет был красивый. Это какой, интересно? Скорее всего, голубой цвет. Кстати, очень красивый голубой цвет. Мне же не один надо. Они же с запозданием идут немножко. Что мне с тобой сделать, а? А что, вон тот цвет? Вон, самый такой яркий. Ну, можно. Можно его тоже. Достань. Капусты надо будет. А надо откладывай пока. Так, что еще? Цветет. А ты овощи съела, нет? Овощи. Огурцы, пару огурчиков. Вот такие. Почему они? 50. Так, давай мне где-то 8 штук, что ли. Наберем. Крупных надо. Ой, какие красивые. Помнишь, я первый раз почувствовала запах, а ты не замечал? Я до сих пор Такой не замечал. нежный аромат. Ну,
Ну, у тебя нос привык, наверное. Ну. А? Тебе оранжевый надо тоже, да? Оранжевый. Или желтый только? Я не знаю. Давай посмотрим. Там на той стороне у нас еще оранжевый есть. Ну, красивый, да? Яркий же. сами. Очень даже красивые. Я, конечно, желтый цвет не люблю. Почему? Об этом и Песенка подписчики мои знают. Не знаю. Сорочечка из моих зрянков был. Ага. Песня есть такая нехорошая про желтых цветов. Поэтому, что ли, я не знаю. Но у меня внучка любит желтый цвет. А тот раз я, как увидела, прямо влюбилась. Ну, яркий цвет. очень Яркий, красивый сам по себе. красивый. Ну, как можно не любить такой цвет? Угу. Это что? Это доротиантус маргаритковидный. Это стекловидный цветок называется. У него А, цветочки как стекло. Ага. Ну и сами такие мелкие красивенькие цветочки. А, вот они где сидят. Успевай только поливать здесь. Ага. Вот оранжевый, смотри, внизу. Пощелкали. Тот раз приезжала же ты. Давай возьмем. Парочку, что ли? Оранжевый. Яркий цвет. А портулак? Портулак я Надо не тебе посадила. Да, немножко. А, немножко же надо. Я каждый год сажала, но в этом году, сам знаешь, я болела. Упустила все. Некогда. Болела же, не до цветов было. Я поздно пикировала даже помидорчиков. Помидоры есть, да? У меня много их. Персики тоже. Баклажаны. У меня все они есть. Портулак возьмем. Нравится мне портулак. Сколько тебе надо портулак? Не знаю, там 5-6, что ли. Смотри сам. 2, 3, 4, 5, 6. Надо одну лимите, да? Они красивые цветы. Тут еще Постоянно цветут. ампельный портулак он еще. Ампельный, да? Угу, с махровыми цветами. Цвет какой? Или разный? Микс. Разные тут и оранжевые, и желтые, и красноватым оттенком. Все, берешь? Угу, Корневая система не нарушена. Ой, Высаживаешь, красота всё. какая. Да. И стелит цветы. Ничего прищипывать, ничего формировать не Но надо. пока не буду, пока теплицы буду Не-не-не, держать. главное поливать. Видите, она уже подсыхает. Мы не успели пока. Ездили Но за тут камнями. работы много у тебя. Ой, промолчу. Мало А ли это много. что? Пекинка. Ультра-ультра ранняя пекинская капуста, которая очень-очень быстро зреет. Вот с такого момента рассады после высадки через месяц уже качан. Давай мне штук 5 попробовать. Подрезал и все забрал. Кушаешь. Это очень раннее. Ну, китана. Угу. Там, кстати, подписчицы, которые вот интересовались, они там связались уже с Да, поставщиком. многие интересуются, благодарят меня, что я познакомила. Да, поставщики открытые, С они, тобой ребята, тебя, все, да. они уже работают, все там высылать будут уже им. Ну Да. а что еще? Период посевов еще как бы продолжается. Да. Кабачки еще смело можно прям в открытый грунт высевать. Хризантемы какие? Мультифлора 5 сортов осталось. Было 10, осталось 5. На той стороне тоже. Расцветки разные, конечно, там есть. Мультифлору очень быстро разбирают. Давай немножко. Очень быстро. А я туда. Там Мгм, более рослые. мгм. Это следующая партия, которую мы делаем. Ой. А это что за цветок? Это фуксия. Черенки фуксии. Томшигуль тут еще. А, Томшигуль. томшилыгуль. Ну, тоже красавица. Угу. Не хочешь мадам Баттерфляй? Помнишь, тебе Давай. многие не знают это имя? Знают. Он попозже цветет, чем, например, тот же карликовый львиный зев. А этот львиный зев, он попозже цветет. Но Покороче, посмотри. не, наоборот, тебе надо. Они все будут длинные. 60 сантиметров. Вот такой будет. А, Пушистый, но они махровый. свет солнышко любят, да? Или Да, полотенечек? Да. Солнышко. Солнышко. Угу. Солнышко. Еще Мгм. Я беру. Баттерфляй.
Бархатцы эти обычно еще не раскрываются. Тормозят Мгм. пока. Угу. Петунии успевают раскрываться, все. У меня уже цветут петунии. Ну, а у нас не успевает зацветать, все. Гулет сразу. Уже же надо. Да. Надо. Угу. Красота. Столько цветов. Вчера, кстати, в деревне Такая отвез. красота. Кто там подписчики могут быть? Халики, Таллы, Камирова. Я ездила в спектакль. Был, да? Был спектакль. Ездила туда, оттуда выхожу, темнота. И там говорят: доброй ночи, мама Гуля. Здравствуйте, я ваш подписчик. Молодой парень. Я его не знаю. Ночью меня узнали. Смотри-ка. Да, Вот подписчиков. молодежь даже подписывается. Да, подписываться. В Стерлибашском районе у нас много подписчиков. Много. Вот объявление. Да, объявление. Амирова, Талык, Халикей. Цветы Мгм. есть. Мгм. Подходите к матери, все знают ее. Мгм. Там можете забирать уже. А для Да. Стерлибашевских, Миякинских и Федоровских Полевая 45. Адрес. Мгм, мгм. Пожалуйста. Кстати, вот смотри, какие вилки есть. Вот сейчас начали раскрываться, мы видим. Мгм. Маленький цветок. Небольшой, Мгм, видите, да? мгм. Небольшой цветок. И тут, например, Ой, на как- тебе. Как Смотри, какой как цветок, да? гигант. Гигантские цветы. Мгм. Разные сорта. Те Мгм. виолы, которые гигантским цветком растут, Ой, они, красота. как правило, не так много цветков вяжут. А вот которые мелким цветком, они очень-очень много цветков вяжут. Немножко По- чуть-чуть положи. Поэтому Таких знать тоже надо посажу. людям, которые берут виолы, не сильно-то, как говорится, покушайтесь на крупность, калиберность цветка. Вот. Да. Давайте разных, да? Разных, Положим? разных. Кстати, есть люди, которые не любят виолы, оказывается. Почему? Я, говорит, не люблю. Есть такие люди. Я вот петунии не очень люблю. Не знаю, они мне надоели, что ли, Петунии- однообразные. Ну да, петунии. Петунии сейчас такие петунии, мама, не горюй. Но у меня же простые все. Простые, да, наверное, поднадоели, наверное. Знаешь, уже. я семена купила махровые, там 85 рублей, что ли. А зашли у меня простые. А там махровые написано. Ну, узенько кораптора. Ага. Анютины Бигряк глазки. Матурей. Красивые такие. Прелесть. Кстати, самые мои любимые цветы — хризантемы. Я люблю запах хризантемы. Отдает полынью. Мультифлору. Нет. Это новые новинки хризантемы, но они не зимуют в наших условиях по Волжье. Их можно пересаживать домой, что ли? Не домой зачем? Можно, конечно, если в посуде еще дома радоваться цветению. Мгм. Чуть-чуть еще, ну, Мгм. где-то там недельки 3. Ну, а так желательно осенью, когда все уже отцвела, это где-то, наверное, уже конец октября, Мгм. полностью срезаем всю ботву, там Ага. оставляем стручки, Да. выкапываем аккуратно, чуть-чуть землю стряхнули, Мгм. в целлофановый мешок, чтобы влагу не пропускал, положили с земелькой, Мгм. центр, Мгм. прикрыли, вот эта часть пусть все торчит, и в этот целлофановый мешок пролили с препаратом Максим разведенным, чтобы гнили разных не было, и в погреб убрали. И вот так он зимует в погребе. Весной вытащили, можете в посуду высадить, да, с землей. Да. Она там будет развиваться. Вот как Да. мы у себя высадили, и черенкуем, стрижем, умножаем ее. Или можете до этого момента сохранить, потом просто прям на то место, куда вы хотели, взять ее, высадить ее. Высадили, Мгм. землей присыпали, воды полили, она заново начинает расти. Артур, я, наверное, забуду про это, но это для моих подписчиков информация Информация. полезная. Да, да, да. Но не все же умеем. Ты же много читаешь, у тебя уже опыт есть, ты работаешь. Вот я, наверное, буду у тебя осенью спрашивать, ты, если тебе Да. не лень, ты будешь мне отвечать. Или так делается, кто-то комментарий пишет, я отвечаю. Этот комментарий, например, принт-скрин же можно сделать и сохранить у себя. Да, Залез, да, посмотрел, да, всё, да, вспомнил. да. Точно, точно. Так, все, выйду. Угу. Уже ведь у тебя убавляются. Ну, 5% где-то мы продали. 5. Но еще же рано пока. Так на рынок не вышли еще. На рынок выйдем, махом все пойдет. Конечно, тут дело такое. Мои сватья сегодня приехали ко мне. Тоже у тебя будут брать.
Да, сюда приедут они. А вот эти пионеры, вот. Сальвия. Вот я их пионерами называю. Да. В простонародье пионеры. Да, пионеры. Красота. Вон уже цветочки маленькие были. Уже вовсю цветут. И кашпо красивые. Фиолетовые цветы, фиолетовые кашпо. Капусту сажаешь уже, да? Капусту. Надо бы. Какую капусту тебе надо? Разве... Ранняя, поздняя, брокколи, цветная? Мне позднее, наверное, не надо. У меня места не так в огороде много. Ранний. Ранний. Брокколи лоралсом? Это что за цветы? Чуть-чуть, минут 10. Боуней. Сейчас я тебе скажу. Агератум мексиканский. Есть голубой цвет, есть малиновый. Такими кругляшками цветочки в группе сидят. Я, наверное, не видела такого. Ну, такой интересный цветок. Его, кстати, его спрашивают, его любят народ. Есть такой. Да. Ну, парочку тогда. Любят. Вот Артур, вот цветочник. Простой деревенский парень. Кандидат экономических наук. Диссертация первая часть Пишешь, только да? написана. Нет, я когда в Уфе жил, я закончил, кроме медицинского образования, высшее же у меня есть заочно. Социально-культурный сервис и туризм. То есть я менеджер гостиничного хозяйства. Ой. Это раз. Закончил его. И в тот момент как раз у нас школа российской политики здесь в Башкирии была новый проект такой запущен. Я в третий поток попал. Я создавал проект социальный. Курорты безбарьерной среды Республики Башкортостан называется. То есть мы предлагали в 2 санаториях Янгантау, Красноусольск по корпусу переоборудовать для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я его расписал, все красиво, защитил его в школе политики. И мы там экспертизу в Минтруде соцзащиты проводили. Какой ты молодец. И когда мы этот проект провели, на базе этого проекта я свою дипломную работу написал. После этого, как дипломную работу мы защитили очень хорошо, мне было рекомендовано поступать в аспирантуру, куда я и поступил. 4 года отучился, но в связи с переездом вот в деревню и тому подобное, я почему-то не стал дальше дожимать его уже. Но первая часть уже теоретически, она полностью была написана. Нельзя продолжать? Необходимости не вижу. Ну сам, наверное. Наверное, если понадобится, я же реанимировать его всегда смогу. Конечно. Но вот такие у нас У тебя еще всегда все получится. социальные моменты у нас были. Столько семян я набрала, да? Ничего не смогла посадить. Да и ладно. Тебе надо, да, вот эти? Местяу. Да, пионеры, да? Не, насчет пионеров. Вот эти, что ли? Не, на салу. Агератум, который только Вот что это? говорили. Да. Давай. Сейчас возьмем тоже. Посмотрите, какая красота. Первый раз вижу. Артура рядом нет. Занят покупателями. Надо таких тоже брать. Красота. Каких только цветочков тут нет. Молодец, Артур. Уже какие цветочки. Не успевает продавать. Людей много приходят. Капусты. Другая теплица. Вот какой цвет красивый. Кстати, тайдал. Вот этот Тайдал? Да, ампельная петуния, которая ужасно большой кустом растет. Цинерарий гибридная. Не путать цинерарий. Ой, помидоры сидят большие уже. В цветочках. Это 2 разных культуры, но название похоже. Красота. 150 пересели, да? Внизу огурчики. 35. Он уже все продает во все. Цинерарий, ну, тут там, да? Один к одному. Ой, какие петунии. Красивые.
подкармливай, когда поймешь, что она пошла. Верните свою. Генеральное одобрение. Вон мой сват пошел, набрал цветов. Ага. Шок көтеріп кетіп барайын де мына. Қазір қойтада шешкелер отырта. А вот супруга Артура. Лейсян. Здравствуйте. Вот так мы и спорим весь день, где бы нам что посадить по дизайну, по ландшафтному. Это же хорошо. хозяйству. Я говорю, левее, она говорит, нет, правее. Я говорю, правее, она говорит, нет, левее. Вот так и воюем. Если ты не согласишься, она не будет тебя вкусным обедом кормить. Да, ну, приходится компромисс идти. А живот-то растет. Ну да. Трудовой мозоль, да? Нормально. Молодцы, молодцы. Молодцы, не все могут так работать. И жена умница, Ну, это же семейный и бизнес. муж. Это семейный. Один поле не воин здесь. Ну да, правильно, Надо всё- правильно. надо всё Вот так формировать. только можно работать и зарабатывать. Детишек на ноги поставить. Вот же какой холюсенький. Ой, ой, побежал. Там мокро, мокро, стой, 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 стой. Не ходи туда. В лужу не наступай. Наоборот, там интереснее ему ходить. Он в шлепках, Да. в носках и в шлепках. Все, идем. Вот столько цветов я купила у Артура. Петунии. Ампельные 4 штуки у меня есть, большие ведра. Я посажу их туда. 4 хризантемы тоже очень хорошие, большие. Прямо как большой шар растут они. Еще мне понравились, как называются вот эти цветы, я не знаю. Он мне говорил, Артур, я что-то забыла. Вот красота какая, посмотрите. Таких взяла, вот таких взяла. Посмотрите, тут и крупные есть, и мелкие есть, и средние есть. Красивые. Таких взяла. Вот эти, как они называются. Я их называю пионерами. По-моему, Сильвия или Сальвия. Ой, забыла, как называется. Забыла. Мне одна подписчица подсказала, что надо их купить. Тоже купила. Портулак купила. Вот таких красивых купила. И оранжевые, и желтые. Вот таких купила красивых. Да никакие. А вот этих я тоже забыла, как называются они. Извините, конечно, что я забываю название. Вот таких разобрали. Это какой-то малиновый цвет, а этот не знаю. Когда я снимала теплицу Артура, очень понравились такие цветы. Там были еще фиолетовые. Но все закончилось. Вот эти 4 горшка Артур мне подарил. Ну, спасибо. Как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Правильно я говорила, нет? Вот столько цветочков я купила у него. Теперь надо их только сажать. Купила еще цветную капусту, которая растет красными. И вот таких еще. Не знаю, как называется. Вот и все. Я не останусь без цветочков. Завтра придется мне поработать. Сейчас я их немножко полью. И сейчас посажу капусты. Артур сказал, таких цветочков можно и подоконники держать. Они цветы дорогие. Вот я их не хочу в грунт сажать. Будут они у меня дома расти. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго.